Основная задача программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы – это сокращение непригодного для проживания жилья, создание безопасных и благоприятных условий для проживания, обеспечение переселения граждан из всего аварийного жилфонда. В поселке Уснера по спискам подлежит переселению из аварийного жилфонда 754 человека. За период работы программы расселен 21 дом общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. То есть процент выполнения составляет 89%. Следует отметить, работы ведутся в соответствии с принятой программой расселения граждан из аварийного жилья. Мы встретились и поговорили с главой поселка. Программа переселения из аварийного фонда уже заканчивается. Нам осталось только 2 года работать по этой программе. Мы уже расселили более 90%. В этом году мы сдаем 1 дом на 17-квартирный дом. В 2024 и 2025 году мы сдадим еще 1 55-квартирный дом. И у нас всего остается построить дом на 1000 квадратов. Это где-то 17, а также 18-квартирный дом. Мы эту площадь уже защитимся в этом году, в ноябре. Как обычно, мы ездим в город Якутск и защищаемся. А по остальным, по собственникам, мы уже практически отработали тоже где-то на 90%. Собственники в основном получают выплаты по оценочной стоимости, по рыночной стоимости, которая сейчас в поселке Уснер. Они оценку сами сделают, независимую оценку, они заказывают сами, и они предоставляют, мы это проверяем, проверяет дирекция жилищного строительства, и мы подписываем документ, и выплата производится. Выплата производится очень быстро. Они предотвращают это. А вот, получив выплату, как вы считаете, собственник что делает? Он покупает здесь квартиру, которая ему нравится, да, на вторичном рынке, или он уезжает? Но, как показывает практика, да, и мы анализ все равно делаем, да, ну, в основном они уезжают. Из-за этого у нас как бы убыль населения. Ну, конечно, некоторые тут остаются. Ну, здесь купить что-то, нет у нас и квартир, чтобы покупать таких. Потому что каждым годом у нас идет уменьшение количества квартир, потому что дома превращаются в аварийные. А новые дома мы строим мало, потому что собственники, как мы уже сказали, предпочитают выплаты. Начало строительства поселка Уснера приходится на 1937 год. В Краеведческом музее есть фото первой улицы. Первые каменные дома строились с начала 60-х. Со времени постройки первых каменных зданий прошло более полувека. Когда-то белоснежные и нарядные дома осели, как-то словно съежились. Среди них много аварийных. Надо сказать, что поселок в далекие достроевские годы заложили на довольно болотистом месте. Да и что греха таить, мы пережили период нерадивых хозяев. Ну, в основном тут обслуживания домов нет уже, конкретно вот так, чтобы все вот старые дома стоят в этих, как говорится, в воде как бы стоят, как в Венеции, поэтому потихоньку разрушается здание. Эти основания здания, ну, сваи разрушаются. И сам же этот деловой слой меняется, поэтому из-за этого и вовремя капитальный ремонт не делается, текущий ремонт не делается. Наверное, из-за этого, поэтому и страдает здание каменное. На смену снесенным зданиям строятся новые. Они украшают внешний вид поселка и вселяют в души жителей надежду на лучшие времена. Первые 3 дома по улице Гагарина приняли 68 семей, и это был праздник всего поселка. Затем ввели в строй новые дома на улице Коммунистическая, Ленина, Октябрьский переулок. Стройком мы работаем с 2013 года. С июня месяца, в июне месяце мы приехали, начались тут буровые работы. Нами тут построено, если считать этот дом, мы 18 домов построили. Сначала начинали с металлоконструкции, да, с сэндвич-панелями.
строили дома, потом сейчас перешли на каменный дом. В 2021 году сдали тоже каменный дом в декабре 2021 году, и сейчас сдаем 17-квартирный дом, тоже каменный дом. Материал мы берем скальник, находится очень далеко, где-то 50 километров оттуда мы привозим, и у нас стоит бетонный завод и дробильная установка. И там мы сами изготавливаем материалы, и с песком у нас тоже проблемы. С Якутска возим песок. Получается, что песок очень на вес золота, основной материал. Несмотря на сложности с завозом материалов, и заказчик, и подрядчик решили отдать предпочтение строительству каменных домов. И в 2021 году был сдан 17-квартирный дом в каменном варианте. Тут же рядом заложили фундамент еще одного такого же дома. Потенциальные новоселы, прогуливаясь летними вечерами, радовались хорошим темпам строительства. Конечно, жалко покидать свое уже обустроенное, хоть и аварийное жилье, но кто же не хочет изменить свою жизнь к лучшему? Дом очень тихо здесь, уютно здесь, чисто очень. Поэтому вот этот дом меня привлек этим. Значит, зимой здесь дом старый, он построен в начале 80-х годов. А еще в детстве, потому что я здесь играл. Вот 3 бревна положили, мы тут играли. Поэтому я говорю, знаю, что построен в это время. Значит, за все время его 2 раза топило со стороны Индигирки по подоконник. Вот. Стены уже не держат, штукатурка уже вся падает. Я просто эту квартиру держу как бы в таком належащем состоянии. Уже сколько ремонтов было. Только соседи меня вот 2 раза топили. Из-за того, что трубы старые, в общем, их прорвало. И у меня здесь был бассейн. Я все выкидывал и все по новой обратно покупал. Вот. Клеил обои, стелил линолеум, менял полы. Такие вот дела. Табличка вон там висит на входе, что до 25-го переселят нас. Вот я жду этого времени. Новый дом готовится к сдаче. Устраняются мелкие недоделки, все отмоется, строительный мусор вывезется, и к Новому году засветятся теплым светом окна новых квартир. Строительная компания уже готовит новую строительную площадку. Пока документы на следующий строящийся дом в плане экспертизы проведут все подготовительные работы. Но дом, который мы сейчас строим, 17-квартирный, мы сдаем в ноябре этого года сдаем. И в следующем году, на следующий год планируем 3-подъездный дом, около 50 квартир. Там уже строительная площадка уже готова, мы уже отсыпали, уже полностью под буровые работы уже подготовили земельный участок, строительный участок. Да, где-то с февраля месяца, где-то март, уже привезем вот эти материалы, сваи в основном и арматура. И на следующий год для бетонирования уже наши материалы готовы. ПГС, песок, уже потихоньку уже заготовленный материал лежит. Все это, конечно, радует, но жилья в Иснире как не хватало, так и не хватает. По этой причине не задерживаются в районе молодые специалисты. Редко возвращаются на родину выпускники. Понимаем, что это уже другая история. Но очень хотелось воспользоваться моментом и задать этот вопрос главе поселка. С этого года поселок Уснера попадает уже в национальный проект
комплексное развитие сельских территорий. До этого мы не попадали, потому что мы, как поселок, мы не сельская территория, поэтому мы не попадали. В этом году всех районных центров именно включили именно в тот реестр поселков, где будут попадать именно в эту программу. Программу «Комплексное развитие сельских территорий». По этой программе мы уже можем участвовать для строительства домов для специалистов. А как вы считаете, программа по переселению из аварийного жилья завершится 2025 годом? Или можно надеяться, что она будет продолжена? Да, она будет работать. Она с 25 по 30 год. Эта программа все равно будет работать. Мы в этот период мы составили тоже акты по аварийным домам. У нас всего 26 домов аварийных. Они все включены в реестр аварийных домов, и они попадут в новую программу, которая будет действовать с 25 по 30 года. Ну, в районе у нас, в поселке Усть-Нера, есть большой пример. Это строительство многоквартирных домов по этапу действующему. И плюс наши коллеги защитились. То есть, естественно, 24 тоже дальше пойдет. И то, что радует, сегодня у нас это на днях будет вводиться новый дом, 17-квартирный трехэтажный каменный дом. Это, естественно, влияет на, в общем, по району, то, что люди работали и работают. И, естественно, появляется возможность обновить свои квартиры, переезжать из частично благоустроенных домов в полностью благоустроенные дома по требованиям Санпина, скажем, да. И при этом, помимо Усть-Неры, мы сейчас отрабатываем с подрядчиками по строительству многоквартирного дома, 8-квартирного дома, это поселок Артек. Есть желающие участвовать в программе. И на сегодня, кроме Артека, мы в конце ноября как раз таки будем защищаться по новым заявкам, это этап 2024 года. И, надеюсь, будут результаты именно по строительству новых многоквартирных домов, в части именно по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Мы еще не раз вернемся на улицы Усть-Неры, покажем красивые дома и улицы, потому что верим, что так и будет. Встанут новые здания, обустроится свободное пространство, тротуары и асфальт. Станет чисто и уютно. И жители будут гордиться своим поселком.